вы выйдете к ребятам, я тоже задам вам несколько вопросов. За этой дверью у вас сейчас состоится общение со школьниками ИНТы. Чего вы ждете от встречи с детьми? Встречи с детьми – это всегда интересно, потому что дети как раз, наверное, все новые идеи в жизни несут. Поэтому с большим удовольствием, с нетерпением жду встречи с ними, чтобы пообщаться. Вы волнуетесь перед встречей? Конечно. Любая встреча вообще предполагает узнать что-то новое, встретить каких-то новых людей. Поэтому, я думаю, волнение естественно. Как часто вам приходится отвечать на вопросы детей? Свои дети у меня уже выросли, поэтому теперь отвечать на вопросы детей приходится довольно редко. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, с детьми всегда стоит говорить откровенно, или же иногда можно сказать неправду или слукавить? Всегда нужно говорить откровенно максимально. Вы готовы отвечать честно на заданные вопросы? Готов. Ну что ж, тогда пойдемте. Пойдемте. Каждый раз я с удовольствием приезжаю в этот город, потому что, на мой взгляд, сегодня у ИНТы есть свое особое очарование. Зовут меня Носков Роман Вениаминович, я работаю министром национальной политики. Наше министерство одно из многих в составе правительства, и основная его цель и задача – это реализация государственной национальной политики нашей республики. Я женат, у меня 3 детей. Родился и вырос в селе Витинга Сысыцкого района. Теперь живу в Сыктывкаре. Задавайте вопросы, я готов ответить на них. Когда спрашивали, готовы ли вы откровенно разговаривать с детьми, я хочу сказать, что дети всегда чувствуют, говорят им правду или нет. Все, жду вопросов. У меня к вам вопрос. Как проходит рабочий день министра? Спасибо за вопрос. Рабочий день министра начинается с знакомством с документами, которые поступили за предыдущий день в министерство. Документы поступают в министерство по системе связи, информационной системе, не в бумажном виде, и мы в автоматизированной системе можем просматривать все документы, поступившие к моменту, когда я прихожу на работу. Ознакомившись с документами, необходимо принять решение, какой из подразделений министерства занимается тем или иным направлением и что нужно сделать для решения вопроса. Как правило, в течение рабочего дня бывает 1 или 2 поездки по различным направлениям работы и участие в различного рода совещаниях, конференциях, где обсуждаются те или иные вопросы, и в состав комиссий которых входит Министерство национальной политики Республики Коми. Достаточно большое время уделяется проработке вопросов, координации исполнения которых возложено на министерство с руководителями наших подразделений или со специалистами подразделений. Для этого мы собираемся и в сложных случаях устраиваем мозговой штурм для того, чтобы совместно выработать какое-либо решение. Очень быстро и незаметно проходит рабочий день, и, как правило, когда немного отвлекаешься от работы, это уже достаточно поздний вечер. И я работаю министром почти 3 года, мне казалось, что я только недавно пришел в министерство и только начал погружаться в эту работу, а времени прошло уже много. Нравится ли вам ваша работа и что есть в вашей профессии такого, чего нет в других? Чуть-чуть расскажу историю. Я, как уже сказал, родился в селе Витинга, и с 2003 года
работал в администрации Сызральского района, начала на должности начальника отдела, а с 2014 года руководителем администрации Сызральского района. И в 2020 году, в декабре, я начал работать министром национальной политики. И честно скажу, что для меня возникало очень много вопросов в начале этой работы. Хотя тема была не совсем посторонняя, поскольку главы администрации, они отвечают абсолютно за все вопросы на своих местах и на своей территории. И, конечно, тема национальных отношений, национальной политики, она тем или иным образом меня касалась. Но встать во главе органа, который полностью реализует государственную национальную политику по субъекту Российской Федерации, было не очень просто. И первые месяцы работы я изучал всю нормативную документацию, которая касается этого направления. Но я бы не сказал, что погружение полностью в законодательство о национальной политике дало мне полностью представление об этом. Представление, наверное, до сих пор еще сегодня формируется с каждой новой встречей, потому что государственная национальная политика, она неотделима от очень тесного взаимодействия с людьми. Везде, на каждой территории, при каждом посещении, командировке мы встречаемся с населением, встречаемся со специалистами, обсуждаем те или иные вопросы, и я до сих пор с уверенностью не могу сказать, что я владею абсолютно всеми вопросами в полной мере. Это продолжающаяся каждый день учеба и погружение. В этой работе, наверное, самое привлекательное – это возможность непосредственно участвовать в решении каких-либо проблем и каких-либо вопросов. Участвовать как бы не авторитарно, а наоборот в сообществе и в соработничестве со многими сторонами любого действия, любого мероприятия. В силу специфики нашего министерства мы взаимодействуем со всеми автономиями на территории нашей республики. В республике сегодня живет более 120 национальностей. Мы взаимодействуем с религиозными организациями тоже на территории всей республики. Мы взаимодействуем с казаческими организациями. Это тоже одно из направлений нашей деятельности. И работа по любому направлению всегда дает новые знания, какие-то новые импульсы. И это, конечно, очень интересно, ведь человек создан, наверное, так, чтобы питаться всегда новым, чем-то новым, приходящим извне. Иначе развитие останавливается, и двигаться дальше ты не можешь. Роман Ильич, давайте, чтобы показать ребятам, что вы готовы ответить на любой вопрос, я вам задам вопрос сейчас. Скажите, пожалуйста, вот у вас фамилия, скажем так, такая, которую довольно просто просклонять. Вот, были ли у вас из-за этого проблемы в школе? Какое, может быть, у вас было прозвище? И вообще расскажите о своих школьных годах. Учился я все 10 классов, тогда было 10-классное образование. Учился я все 10 классов в селе Визенко. Вообще родился в семье коми людей, и отец и мама у меня были коми. Разговаривали мы в семье на коми языке, но тогда при поступлении в школу родителям позволялось выбирать, учиться ребенку в коми-классе или в русском. Вот у нас было 4 первых класса, когда мы пошли в первый класс, 2 из них были коми, 2 из них были русские. Понятно, что я тогда еще решений никаких принимать не мог, принимали их родители, эти решения, и первый класс меня отдали в русский. Поэтому коми-языком на бытовом уровне я владел абсолютно спокойно и в совершенстве, владею им и сегодня, и разговариваю на нем тоже абсолютно спокойно. Но коми-языка
в литературном его смысле я не изучал, и коми-язык, на коми-языке я не писал. Хотя тоже могу написать при необходимости. 10 классов я закончил, после этого была учеба, армия, еще раз учеба. Фамилия моя Носков. Я хочу сказать, что отец мой родом из деревни близ Визинги. Деревня называлась, раньше ее название было Большое Носково. Более 40 семей этой деревеньки носили эту фамилию. Было еще и Малое Носково, где поменьше людей эту фамилию носили. Проблем каких-то особых в школе я не испытывал. Были клички, связанные с фамилией в армии. Но они были только там первые 2 месяца. После того, как мы подружились, спаялись с ребятами, кличка сама по себе исчезла и никогда больше не появлялась. Подскажите, пожалуйста, какая приоритетная цель поставлена в Министерстве национальной политики Республики Коми на данный момент? Приоритетная цель – это, как я уже говорил, реализация государственной национальной политики в Республике Коми. Наверное, краткого какого-то определения этого понятия не существует. Но если попытаться ее выразить достаточно кратко, это состояние межнационального мира и согласия на территории нашего субъекта. Буквально 3 дня назад президент страны Владимир Владимирович Путин встречался с лидерами национальных автономий и религиозных конфессий Российской Федерации. Он говорит об этом очень часто, а в последней встрече он сделал прямо акцент на необходимости в сегодняшних условиях жить нам в мире и согласии. Ведь не секрет, вы это видите прекрасно в информационном пространстве, большинство попыток влияния, негативного влияния, в первую очередь на молодежь, делается в национальном акценте. Это всегда попытки противопоставить национальности, которые живут сегодня в России. И их задача, чтобы национальные общности, национальности, которые в республике жили, начали относиться друг к другу с недоверием, а лучше всего с ненавистью. Мы прекрасно знаем присказку про веник, который можно сломать поодиночке и невозможно сломать вместе. Она очень простая, но тем не менее полностью отражает сегодня сущность нашего государства. Пока мы вместе, пока мы сохраняем этот мир, пока мы стараемся его от всех негативов, от всех поползновений защитить, только тогда мы будем крепкими, целыми и невредимыми. Нет сегодня, наверное, в мире таких друзей, которые желают нам развития и процветания. Каждый желает его только для своей страны. И мы точно так же должны хранить, беречь тот мир, который сегодня у нас есть. А эта задача ваша будет завтра. Поэтому я хотел бы, чтобы ко всем таким попыткам вы относились со здоровым таким скептицизмом и со здравым смыслом. Спасибо. Не буду больше дальше говорить, очень много можно еще сказать про это. Но вот это суть. Какая деятельность рядового гражданина России способна оказать содействие в развитии и процветании малочисленных народов на территории России? Во-первых, соучастие. Соучастие в той работе, которая сегодня направлена на сохранение малых народов. Но понятия малых народов как такового нет. Есть понятие коренных малочисленных народов. Может быть, это имеется в виду?
коренные малочисленные народы, тогда я хочу сказать, что коми народ к ним не относится. Есть специальный закон, во-первых, о коренных малочисленных народах Сибири и Дальнего Востока, по которым определяются критерии, которым определяются критерии, по которым можно отнести народ к коренным малочисленным. Но в нашей республике такие народы есть. Их у нас немного, по последней переписи населения чуть более 200 человек. Тем не менее, министерство реализует это направление деятельности. В частности, мы организуем вывоз детей оленеводов из мест кочевий к местам учебы в Воркуте и обратно. Охвачены 5 районов, у нас 5 оленеводческих хозяйств, своих детишек направляют к местам обучения и обратно. А что может сделать рядовой человек? Для этого надо понимать, наверное, цель его какая вот в развитии и сохранении, вы спрашиваете. Развитие и сохранение коренных малочисленных народов. А что вы имеете в виду? Возможно, доставка гуманитарной помощи, распространение информации, средств массовой информации. Гуманитарная помощь не требуется здесь. Они сегодня обеспечены всем необходимым, но есть другая проблема. Она может быть не только коренных малочисленных народов касается, а более глобальная. Это то, что дети оленеводов не возвращаются в тундру. Сегодня тот быт, та жизнь, которая для оленеводов традиционно, она достаточно суровая. Если вы бывали в тундре, бывали в чуме оленеводов, то вы имеете представление, какой образ жизни сегодня народы эти ведут. При этом для них в этом нет ничего сложного, необычного или тяжелого. Им, наверное, тяжелее было бы в тех условиях, в которых мы с вами живем, жить. Но дети, попадая на обучение и видя другие условия жизни, они потом порой неохотно возвращаются домой. Возникает, естественно, проблема смены поколений, смены вот этих людей, которые оленеводческим хозяйством занимаются, потому что те, кто занимается им сегодня, понятно, они постепенно стареют, выходят на пенсию, перестают этим заниматься. Молодежи, которые сегодня готовы идти хозяйкой чума или пастухом оленеводов, все меньше и меньше. Вот эта проблема и как ее решить, сложно сегодня, наверное, убедить молодого человека или девушку, которые пожили в той же хотя бы Воркуте, да, в городе, возвратиться назад, поскольку молодежи свойственно повышать, улучшать качество своей жизни и комфортность своей жизни. И эту проблему сегодня пытаются решать разными способами, но пока, к сожалению, без особого успеха. Какие рекомендации вы бы дали человеку, который изучает быт и культуру коми народа? Изучать, наверное. Изучать. Сегодня есть большое количество возможностей. Сегодня этнокультура представлена во многих сферах жизни. Если она вам интересна, я уверен, недостатка в информации не будет. На территории каждого муниципалитета есть представительство межрегионального общественного движения Коми-Войдер. Я думаю, что вам с удовольствием расскажут, покажут и предложат какое-то занятие, если у вас есть желание. Спасибо. И я хотела бы задать вопрос, какие существуют проблемы в сфере национальной политики. Спасибо большое. Вопрос на самом деле очень интересный. Национальная политика никогда не была таким вот, знаете, гладким курсом корабля, по которому никогда ничего не встречается. Учитывая, что, как я уже сказал, более 120 национальностей живет в Республике Коми,
А каждая национальность это свой пласт культуры, это свой пласт традиций, это свои обычаи. И они, бывает, что очень мало похожи друг на друга. Как правило, они различаются довольно сильно. Для того, чтобы был мир и согласие, нужно найти здесь такую линию поведения государства, при которой ни одна национальность в республике не считает себя ущемленной, при которой каждой национальности, которая в республике Коми проживает, работает, учится, должно быть уделено то внимание, на которое она рассчитывает. Должны быть предоставлены такие возможности, при которых они могут развиваться. Проблем, как и, наверное, в любом роде деятельности, здесь бывает достаточно много, потому что где есть человек, где есть его деятельность, там в любом случае какие-то вопросы всегда возникают. И здесь наша задача максимально выстроить правильную линию поведения. Мы этими занимаемся, это повседневная деятельность, повседневная наша работа во взаимодействии абсолютно со всеми, кто проживает на нашей территории. Спасибо. Какой опыт в сфере межнациональных отношениях имеет Республика Коми? Спасибо тоже за вопрос. Имеет она опыт очень богатый. Наверняка вы знаете историю создания и развития нашей республики. Ее образование и затем ее наполнение, если можно так выразиться, я скажу, происходило различными способами. Мы все сегодня знаем, что на территории республики был организован ГУЛАГ, в результате чего люди самых разных национальностей приехали в республику. Но не только ГУЛАГ определил национальный состав Республики Коми. После победы в Великой Отечественной войне началась активная интенсификация производства на территории Коми-края. Самые такие градообразующие отрасли – это угольная, нефтяная, лесная. И сюда тоже ехали специалисты абсолютно со всей России. И, как я уже говорил, там, где собираются люди разных национальностей, всегда возникает необходимость проведения взвешенной национальной политики. Поэтому опыт, который накопила наша республика, он в какой-то мере уникальный для России. Потому что такими быстрыми темпами создания такого субъекта на территории России с таким национальным составом, конечно, были такие примеры, не только Республика Коми, но, с моей точки зрения, опыт, который наработан у нас, он позволяет и сегодня выдерживать комфортную межэтническую, межнациональную, межконфессиональную обстановку на территории республики. Здравствуйте. Вы наверняка во время исполнения должности министра национальной политики сталкиваетесь со стрессовыми ситуациями. Что вас может действительно разозлить, вывести из себя? Спасибо. Интересный вопрос. Вообще я перфекционист по натуре, поэтому несоблюдение сроков исполнения каких-то поручений, либо их несоответствующее исполнение, оно всегда вызывает реакцию ответную. Я не скажу, что это такое топание ногами и крики какие-то, но тем не менее внутри я всегда чувствую дискомфорт при таких моментах. Но состав Министерства национальной политики сегодня
насчитывает 20 человек. Весь основной состав, он сформировался до моего прихода на работу и остается по сегодняшний день. Все наши руководители отделов – это очень высококвалифицированные в своем направлении, в своей области специалисты. И поработав немного, я понял, что возможное невыполнение каких-то поручений в срок, они не связаны с исполнительской дисциплиной наших девушек и ребят, они могут быть только связаны с недостатком времени. Мне очень повезло, что я попал в такую команду, в которой каждый несет полную ответственность за все направленное на порученное им направление работы. Поэтому сегодня я гораздо сдержаннее отношусь к таким фактам, и мы делаем дело одной командой, понимая друг друга и всегда находя необходимые компромиссы. Как вы считаете, должен себя вести человек в условиях стрессовой ситуации, в условиях недостатка времени, как вы сказали? Вам прям стресс что-то близок. Он, во-первых, должен понять причину стресса и понимать направление выхода из сложившейся ситуации. Если этого не сделать, паника только нарастать может быть, и правильного решения можно не найти. То есть в первую очередь надо успокоиться и понять, смертельно, не смертельно. И что надо сделать, чтобы ситуация разрешилась. Хочу задать вам вопрос. Как молодому специалисту проявить себя и продвинуться по карьерной лестнице в государственной службе? Хороший вопрос. Я хочу сказать, что все сегодня органы исполнительной власти, там, где государственная служба, они размещают информацию о вакансиях на своих информационных ресурсах. Что сделать, чтобы проявить? Всегда руководитель любого исполнительного органа, если к нему попадает специалист, как правило, в течение достаточно небольшого срока времени, нескольких месяцев, начинает понимать потенциал пришедшего человека. Ну, для этого надо, во-первых, конечно, изучить его ресурсные возможности. Что он может? Бывает, что человек талантлив в одном направлении, абсолютно бездарный в другом. Задача руководителя, на мой взгляд, здесь выявить и понять, в чем специалиста можно максимально с полной отдачей сегодня направить на решение каких задач. А если он исполнительный, если он дисциплинированный, если он справляется с задачами выше поставленного уровня, я вас уверяю, это будет несомненно замечено. Сегодня все абсолютно министерства нуждаются в активных, нетрадиционно мыслящих, находящих нетрадиционные решения задач специалистов. Поэтому, если вы такой, вас обязательно заметят, и тогда карьерный рост будет обеспечен. Роман Вениаминович, скажите, пожалуйста, вот многие ребята кажется, что вот кресло министра, работа в правительстве – это великое благо. На самом деле быть чиновником – это престижно, или это адский труд? Знаете, проводился опрос среди молодых людей в возрасте до, я могу чуть ошибаться, до 22 или, может быть, 25 лет. Хотите ли вы быть госслужащим? Если в середине 20-х годов, то есть в 2015 году вопрос проводился, почти 50 ребят отвечали утвердительно, то через 5 лет эта цифра уменьшилась в 2 раза. На самом деле работа чиновником – это, во-первых, само понятие чиновника, наверное, в нашей стране более негативное, чем положительное. Во-вторых, работа чиновником – это
соблюдении определенных ограничений, в том числе в личной жизни, ну, на службе тем более. И работа чиновником подразумевает достаточно нелегкий труд. Что должен знать специалист самой первой ступеньки, когда приходит в министерство? Уже на этом этапе, а получает он, как правило, чуть больше минималки, на этом этапе, когда приходит только работать и устраивается, ну, он везде по-разному называется, условно назовем его специалист первой категории, уже на этом месте специалист должен знать всю нормативную базу того направления, которым он занимается. А это, поверьте мне, огромный пласт. Причем владеть этим надо в совершенстве, потому что, как правило, специалист готовит информацию для своего руководителя, и она дальше и уходит наверх. И там ошибки быть не может. Поэтому быть чиновником — это прежде всего кропотливый, ежедневный и достаточно нелегкий труд. Роман Вениаминович, вы еще с детства хотели стать министром национальной политики или хотели стать кем-то другим? Спасибо за вопрос. Ну, с детства не хотел, это точно. Какое-то осознанное понимание, кем я хочу стать, наверное, начало приходить в старших классах. Тогда, ну и потом в течение достаточно продолжительного времени были очень интересными, привлекательными. Были специальности юристов, экономистов, работников торговли. И поэтому я поступил в кооперативный институт. Кооперативный институт, при этом, даже поступая, я уже знал, что я вернусь домой, и мое предположительное место работы. Это на самом деле так и случилось. Раньше были районные и городские потребительские общества, которые обеспечивали через свою торговую сеть необходимую, через магазины. Это было не как сейчас, что находилось в частных руках, тогда это находилось в руках государства. И дальнейшая моя жизнь, она была связана с потребительской кооперацией достаточно долго, а потом уже и просто с кооперацией, когда начали появляться первые кооперативы, торгово-закупочные, торгово-розничные, заготовительные, различные другие. И, конечно, про министра национальной политики в голове у меня никаких мыслей на тот момент не было. Вот, я уже рассказал, как я стал министром национальной политики. Но хочу сказать, что работа в администрации очень хороший опыт в этом плане дает, потому что и будучи заместителем главы администрации, главой администрации, ежедневно необходимо решать большое количество задач, в первую очередь, конечно, хозяйственных, и это не проходит даром, остается в голове. Ну, а министром я стал при формировании нового кабинета, когда глава пригласил. Вы говорили про детей оленеводов, которые не возвращаются назад. А в Ютубе выложено огромное количество роликов совершенно шикарных о быте оленеводов и о культуре оленеводов. И вот вопрос, который вольно или невольно возникает, связан как раз с новыми дистанционными технологиями, которые, может быть, можно использовать в тех же самых чумах для обучения детей оленеводов, не вывозя их за пределы собственного быта. Или такого опыта не было еще. Я не говорю только про Республику Коми, это же вообще проблема и Канады, и Соединенных Штатов, и Ямало-Ненецкого национального округа. Вот мне просто любопытно, насколько это технически возможно. Спасибо за вопрос. Непосредственно обучением, конечно, занимается Министерство образования. Мы занимаемся доставкой только, это наша обязанность. Но хочу сказать, что не только за границей, но и на территории России сегодня в некоторых субъектах существует практика чумовых школ. Для этого собирается коллектив преподавателей, и они выезжают на
не конкретно каждому чуму, конечно, это понятно, но собирают детей из близлежащих стойбищ для проведения занятий с ними вот в таком цикле. Идея эта периодически появляется. Насколько она будет реализована в республике Коми, сказать пока ничего не могу. У Минобраза не было каких-то по этому вопросу, ну, не то что рекомендация, какой-то информации мы не получали об этом, но вообще практика такая есть. Может быть, она и помогает в том плане, чтобы детишки были с родителями и продолжали их дело. У меня такой вопрос. Хотели бы вы прожить день как оленевод? Ну, наверное, прожил бы. Хотя это, я хочу сказать, что достаточно сложно. Мы были в командировке, это была не Республика Коми, это был Ненецкий автономный округ, и мы выезжали к пастухам в оленеводческую бригаду. Ехали мы от города Нарьян-Мара на снегоходе, заняло это минут, наверное, 40. Вот, когда мы к ним приехали, это пастухи располагаются отдельно, а стадо немножко на расстоянии располагалось с одним из пастухов. Остальные были в чуме тогда. Чтобы представить себе один день, как оленеводу, тогда надо быть готовым к тому, что на улице было 30 градусов мороза, при этом в чуме буржуйка для обогрева жилища и для приготовления пищи. Дизель-генератор они включают только в необходимых случаях, постоянно его не используют для того, чтобы был свет в чуме. И питание в основном составляют оленина и рыба. Рабочий день пастуха-оленевода: утром он встал, затопил печку, приготовил пищу, меняются они друг с другом по выезду к оленьему стаду для того, чтобы сторожить их, возвращение обратно в чум, ночевка, и начинается следующий день. Для нас это, конечно, кажется суровыми условиями жизни, но при необходимости один день, наверное, бы вытерпели. Сейчас обновляются библиотеки и строятся модельные. Это делается не случайно, а для привлечения молодежи к чтению. Так вот, какие книги вы любите читать и кто ваш любимый писатель? Спасибо за вопрос. Книги я люблю читать. Исторические, юмористические, детективы. Мой любимый писатель, и причем очень давно, Ярослав Гашек. Книга, которую он написал про Швейка, всегда мне служила, если вот проблемы какие-то, на душе тяжело, она всегда служит мне отдушиной. Когда я немножко почитаю, неважно, откуда я ее знаю практически наизусть, неважно, с какого места и до какого, то становится немножко легче дышать. Поэтому эта книга всегда со мной. Я ее вожу с собой даже. Вы человек села. Скажите, какую сельскую работу вы можете выполнить, ну вот с закрытыми глазами, скажем так? Трава порубить, воду наносить, сено покосить, корову подоить. Что из этого ваше? Коров доить не умею, все остальное могу с закрытыми глазами делать, потому что у меня и супруга с деревни, с села, с Прокопьевки Прилузского района. И мы живем в Визинге, там у нас около дома небольшой участок земли, поэтому уже 30 лет назад мы в деревне, где родился в свое время мой отец, купили старый дом у бабушки, которая переезжала в Сыктывкар к своей дочке. Теперь там плантации, по-другому, наверное, не скажешь, всего чего угодно, и картофеля, ягод, кустарников. Поэтому любая абсолютно деревенская работа мне не чужда. Работа министром, я уверен, это безумная работа, где нужно иметь жесткую дисциплину. И хотелось бы задать вопрос. Прогуливали ли вы уроки в школе? Вопрос очень хороший, правильный.
Уроки мы прогуливали, но, наверное, начиная с класса 8 уже, то есть в старших классах. Мы убегали в лес, у нас был лес небольшой около школы, убегали там, те, кто начинал курить, курили там тихонечко, те, кто не курил, просто убегали, но для нас было, конечно, в то время очень интересно с какого-то урока сбежать. Было. Классный руководитель проводила с нами воспитательную работу. Родителям жаловались, но мы убегали. В этом возрасте мы уже чувствовали себя достаточно взрослыми, которые умеют и могут все. Как вы относитесь к тому, что некоторые ученики и их родители отказываются от обязательного изучения коми-языка в школах Республики Коми? Вопрос очень интересный, нужный даже, я бы сказал. Я к этому подхожу так, что, во-первых, есть право любого ребенка и любого родителя выбирать язык тот, который ему необходим. Но, с другой стороны, считаю, что каждый человек, связанный по роду своей деятельности с населением, которое у нас составляет почти 25% коми нашей республики, обязан знать и уметь и разговаривать на коми-языке. Я задам вопрос. Любите ли вы свою работу и почему? Спасибо за вопрос. Работу я люблю. Люблю за то, что она интересна для меня. Люблю за то, что она позволяет мне встречаться с самыми-самыми разными людьми. Люблю за то, что у меня есть возможность хоть как-то и хоть чем-то способствовать улучшению жизни в нашей республике. Поэтому считаю, что у каждого человека должна быть такая работа, которую он любит. В этом случае будет многое получаться. Хотела узнать, какой был ваш самый любимый предмет в школьное время? Спасибо за вопрос. Это была математика. Наконец пошли вопросы о школе, самые интересные. А почему математика? Наверное, какой-то винтик в голове позволял мне с математикой достаточно легко справляться. Вот. Я достаточно легко решал задачи, уравнения, понимал их смысл, поэтому для меня она никогда не была трудным предметом. Самым трудным была химия. В ней я ничего не понимаю. Я бы хотел за самые интересные вопросы от нашего министерства небольшой презентовать. Вот хочу девушке, которая про коми-язык спрашивала. Я, к сожалению, забыл фамилию, не записывал. Ой, не имя, не записывал. Маргарита. Маргарите, да. И молодому человеку, который со стрессом все спрашивал, как справляться, чтобы он с ним справлялся. Я сейчас покажу, что здесь. Это логотип нашего министерства с надписью «Кузнем да Буршут. Долгой и счастливой жизни». А это зарядка для телефона. Подходите.